Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. На месте сгоревшего микрорайона в Бяскёле сейчас масштабная стройплощадка. Расскажем о том, как идет строительство. Более 400 тонн социально значимых продовольственных товаров доставили сегодня в Среднеколымск. Путь был непростым, но все дошло до места назначения. В республике завершается сельскохозяйственная микроперепись. С последней переписи произошли существенные изменения. Например, новые направления животноводства – овчебуки. Начнем наш выпуск с информации о лесных пожарах. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действует 46 природных пожаров. За сутки ликвидировано 9 на общей площади свыше 278 тысяч гектаров. Наиболее активная работа по тушению сейчас проводится в Усьмайском районе, где зарегистрировано 9 очагов природных возгораний. Работа авиации по тушению, наращиванию и передислокации группировки на сегодня спланирована. Всего же в тушениях лесных пожаров задействовано более 1000 человек и 97 единиц техники. Тем временем на месте сгоревшего микрорайона в Бяскёле сейчас масштабная стройплощадка. Работы ведутся с раннего утра и до самой темноты. Сроки поджимают. Согласно плану оперштаба, уже 15 октября там должен стоять абсолютно новый микрорайон. О том, как идет строительство, в следующем материале. Здесь, можно сказать, передовая линия, как и положено, на фронте. Именно на плечи активистов Общественного народного фронта упала самая тяжелая работа. Они сейчас полностью расчищают территорию сгоревшего микрорайона, разбирают помещения, идущие под снос, демонтируют сгоревший коровник и просто помогают жителям села с любыми вопросами. Общественники из 22 разных регионов страны, многие из них в Якутии впервые. Я вообще даже представить не мог, сколько здесь реально сгорело территории. А вот когда я уже приехал в саму деревню сейчас, да, где мы сейчас работаем непосредственно с ребятами, я сейчас смотрю, уже сгоревший коровник здесь находится. Я понимаю, сгорело очень много домов. И мы сейчас будем с ребятами помогать все восстанавливать. Для нас это важно. Действительно, впереди строительство не только новых домов, но и дорог, придомовых территорий, хозяйственных построек, нового животноводческого комплекса. В ближайшие сроки до 7 сентября должны завершить также работы по подаче напряжения на новую линию электропередач. Ведется активная работа по бурению свай. На сегодняшний момент уже 50% свай забурены, и все компании, которые участвуют в строительстве, продолжают завозить материалы и бурить сваи. Завозятся материалы для организации нулевых циклов на домах, завозятся домокомплекты, уже 6 домокомплектов здесь на площадке. Кроме того, у нас в планах стоит, сейчас прибудет дополнительная военная техника, тяжелая техника. Мы здесь будем продолжать планировку второго этапа. Это вот то, что прилегает к поселку. Вот вы видите, где мы сейчас непосредственно находимся. Эта работа тоже будет вестись параллельно. То есть все работы идут по штатному плану, согласно решениям оперативного штаба. Помимо помощи в строительных работах, члены ОНФ помогают местным жителям с оформлением заявок, подачей документов. Среди них есть специалисты муниципального образования и юристы. Также тесное сотрудничество идет с отрядами Федерального медико-биологического агентства. Опыт у добровольцев большой. Якутия не первый регион, который они помогают восстанавливать после ЧС. Крайняя ЧС, которой мы работали, это была Республика Крым, Ялта, Бахчисарай, Керчь. У людей есть все-таки надежда на то, что в ближайшие сроки, в ближайшее время все будет хорошо. И когда мы заканчиваем работу, для нас самое важное, когда человек говорит искреннее спасибо. Мы слышим это слово, то понимаем прекрасно, что мы работу сделали хорошо. Оценить работу добровольцев можно будет уже 15 октября. К этому времени весь микрорайон должен быть полностью отстроен, в том числе улично-дорожная сеть и все другие магистрали. Анна Васильева, Михаил Мордовской, Бяскёль, Горный район. Строительство, но уже дорог идет в республике также полным ходом. Тем не менее, подрядчиков попросили поспешить с работами. Сегодня первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников провел выездное совещание по ремонтным работам объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Какие участки автодорог были осмотрены, расскажет Власий Сергеев.
Объезд Дмитрия Садовникова начался с посещения участка, который расположился с 11 по 18 километр автодороги НАМ. На основном отрезке объекта завершилась работа по стабилизации грунта цементом и началась укладка нижнего слоя асфальта. Помимо этого проведены все работы по подключениям. У нас уже положено 6 труб, полностью уже демонтировано асфальтобетонное покрытие. По переустройству ЛЭПа у нас по первому и второму этапу уже все закончили. И по переустройству газопровода у нас осталось только уже подключение. Вторым пунктом объезда стал участок, пролегающий на отрезке с 99 по 118 километр дороги НАМ, где ведется капитальный ремонт. На сегодняшний день здесь завершена укладка 16 из 18,5 километров дороги. В ходе совещания было отмечено, что на этом объекте наблюдается отставание от графика. Задержка заключается в том, что мы поставили новый асфальтобетонный завод, и там по составу не проходило. Пока состав подбирали, вот там 2 недели потеряли. В настоящий момент на территории республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» идет работа по строительству 217 километров дорог. Выполнение дорог по национальному проекту «Безопасность и качественные дороги» стоит у правительства, у главы региона, ну и, безусловно, в федеральном центре. Еженедельно проводятся штабы. Мы здесь находимся в желтой зоне, да, то есть, неплохом, да, в 45-м месте из 86 регионов. Поэтому мы будем сейчас требовать, чтобы и подрядчики, и заказчики должным образом, как говорится, повернулись лицом к проблеме и быстро решали и быстро выполняли. Завершающим этапом работ на обоих объектах станет благоустройство дорог, в которое входят нанесение разметки, установка барьерных ограждений, освещение и знаков. Оба объекта планируется сдать в первых числах октября. Власий Сергеев, Джилстан Иннокентьев, Якутск, Намский улус. К другим темам. Более 400 тонн социально значимых продовольственных товаров и картофеля доставили сегодня в Среднеколымск. По информации АО «Якутопторга», еще 10 августа в Якутске на судно компании было отгружено почти 750 тонн продовольствия для колымской группы районов. В филиале компании в Среднеколымске, зная о подходе судна с новыми продуктами, распродали остатки. Однако судно задержалось на несколько дней, и город ощутил нехватку свежих овощей и некоторых продуктов. И вот сегодня долгожданный груз прибыл в пункт назначения. Помимо продуктов питания, на данном судне доставлено 19 тонн раннего картофеля для отдаленных и труднодоступных наследников Среднеколымского, Нижнеколымского и Верхнеколымского районов. Стыковочные рейсы будут осуществляться на Ан-2. В Амгинском районе начался сбор зерновых культур. В этом году по району зерновые культуры засеяли 5 хозяйств на площади более 3500 гектаров. Это такие культуры, как пшеница, ячмень и овес. Акционерное общество «Амгинский» вышли на сбор урожая в 20-х числах августа. За эти дни они собрали 600 тонн овса и пшеницы. В уборочной кампании задействовано 5 комбайнов и 20 работников. Наше хозяйство в этом году из 1500 гектаров посеяло 1000 гектар местных районированных сортов. И самый главный результат в том, что и засуху выдержали эти сорта, и урожайность пока идет хорошая. Мы намерены сделать так, чтобы наше хозяйство было именно семенным хозяйством, поставляло в республику районированные семена. Мы над этой задачей сейчас работаем. В Якутии с 1 сентября учеба в школах начнется в очном формате. По предварительным данным, в новом учебном году впервые за парты сядут более 16 тысяч первоклассников, а всего по региону 148 тысяч учеников. Также добавлю, что по состоянию на 25 августа вакцину от новой коронавирусной инфекции получили почти 75% работников общеобразовательных организаций и более 75% работников дошкольных образовательных учреждений. В этом году мы начинаем учебный год в очной форме. Это первое, что хочу тоже донести через данный аккаунт до всех жителей нашей республики. Для этого мы со всеми муниципалитетами отработали алгоритм прошлогодних мер, соблюдение санитарных требований, которые установлены, утверждены. Это в первую очередь проведение термометрии, это разобщение, это закрепление за каждым классом
отдельно аудитории, ну и иные мероприятия. Поэтому четкое понимание есть, что если на территории какого-то другого района либо населенного пункта будет нормальная эпидемиологическая ситуация, то мы с 1 сентября будем учиться очно. И такой же формат у нас планируется по программам дополнительного образования. Также в очном формате начнется учебный процесс в школах Хангаласского улуса. Там школьники приступят к занятиям со 2 сентября. Перед этим в День знаний состоится традиционные линейки. Правда, только для первоклассников и выпускников. Для остальных участников школьные линейки проведут в дистанционном формате. В районе нынче в первый раз в первый класс отправится почти 500 ребят. Так, к последнему году обучения в средней школе приступят около 300 выпускников. Что касаемо вакцинации родителей, то на этот счет у районного управления образования есть своя позиция. Ну, мы считаем, наше управление образования, что это не компетенция образовательной организации, и такого требования в Хангаласском улусе не будет. Но есть требования обязательной вакцинации работников образования, и мы за этим следим. На сегодня во всех образовательных организациях, если взять среднюю цифру, то вакцинация работников во всех образовательных организациях улуса равняется 87%. В республике завершается сельскохозяйственная микроперепись. Почти все сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели отчитались в территориальном органе госстатистики. По результатам микропереписи будет получена достоверная информация обо всех структурных изменениях в сельском хозяйстве, произошедших с момента последней переписи 2016 года. А изменения произошли существенные. К примеру, кооператив СРГ уже несколько лет занимается разведением овчубуков, породы, полученные в результате скрещивания домашних овцы и дикого снежного барана. Впервые этот вид животных попал в поле зрения статистики по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Тогда их насчитывалось 182 головы. Значит, цель разведения этих вот животных чисто научная. Значит, получение нового направления в животноводстве, а именно якутского овцеводства. Занимается этим вопросом Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Значит, овчубуки – это гибрид домашней овцы и горного барана. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.